Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Добрый вечер. Накануне, как известно, в Гудаутском округе номер 17 прошли перевыборы в Народное собрание Республики Абхазия. На место в парламенте претендовали два кандидата – Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая. О результатах выборов в материале наших корреспондентов. В избирательном округе номер 17 Гудаутского района более 4000 голосующих. По подсчетам избирательной комиссии за Леонида Лакербая было отдано 1169 голосов. За Леонида Чамагуа проголосовали 1389 избирателей. Чамагуа опередил Лакербая на 220 голосов и уверенно вошел в новый 6-й созыв парламента Республики Абхазия. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Тамаза Гогия, явка избирателей превысила 60%, а это очень хороший показатель. Во втором туре 65,5% явка избирателей – это огромнейший показатель. По сравнению с первым туром, это мы точные цифры сейчас пока не подсчитывали, но это более чем на 10% превышает явку первого тура. Однако, хоть и в незначительном количестве, но все же испорченные бюллетени для голосования попадались. Об этом председатель ЦИК рассказал подробнее. Испорченных бюллетеней приблизилось ровно к тому количеству, как и было в первом, то анализ показал, это по информации с участков, что большинство этих испорченных бюллетеней были протестные, то есть против всех. По предварительным данным, из 98 испорченных бюллетеней 92 были протестные, 6 были испорченные. Тамаз Гогия подчеркнул, что выборы в избирательном округе номер 17 Гудаутского района прошли в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо нарушений и нареканий. Избирателям были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления. Более того, гражданам, срок паспортов которых истек, была дана возможность проголосовать. Срок действия документов был продлен до 15 мая текущего года. На Алакове Адам Арджения, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил с днем рождения писателя, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулия, члена Союза писателей Абхазии, ученого, кавалера ордена Ахмедзапша III степени Георгия Гублия. Ваши стихотворения, поэмы, повести, исторические романы стали значительным вкладом в развитие художественной литературы нашего народа. Из-под вашего пера вышло большое число книг, публицистических и литературоведческих материалов. Длительное время вы были главным редактором журнала «Алашара», возглавляли книжное издательство «Алашара». Не одно десятилетие вы выступали с лекциями в Сухумском педагогическом институте, ставшем потом Абхазским государственным университетом, говорится в поздравлении. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении орденами Ахмедзапша III степени за заслуги в научной работе, педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения. Орденом Ахмедзапша III степени награждена научный сотрудник Института педагогики Татьяна Рогачева. За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, высокий профессионализм орденом Ахмедзапша III степени награжден Гиви Мика. Завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного врача инфекционной больницы Нателлы Паписимедовой. Ее обвиняют в халатности. По версии обвинения, врачебная халатность стала причиной гибели пациентки Лианы Тодуа. Тему продолжит Нис Фаршба. Дело о смерти молодой девушки Лианы Тодуа Сухумский городской суд рассматривает уже 8 месяцев. За это время исследованы все доказательства, представлены и изучены все медицинские документы, экспертизы. Осталось допросить подсудимую, бывшего главврача инфекционной больницы Нателлу Паписимедову. А после, как и положено по закону, прения сторон и вердикт суда. Пациентка Тодуа в инфекционную больницу попала с подозрениями на отравление и спустя сутки в состоянии комы была вывезена в Дагомыс для оказания медицинской помощи. Еще через день девушки не стало. Спасавшие ее жизнь врачи утверждают, Лиану Тодуа неправильно лечили. В суд это уголовное дело пришло после продолжительного следствия. Обвинение считает доказательную базу достаточной для вынесения приговора. Судья Мадина Лазарева поставила на обсуждение вопрос о возвращении дела для устранения препятствий его рассмотрения. Говоря простыми словами, на доследование. У представителей обвинения вызывает недоумение тот факт, что суд все 8 месяцев, рассматривая уголовное дело, изучая его, еще на стадии ознакомления с материалами, не обратил внимания на противоречия, мешающие принятию законного приговора. С октября 2016 года Мадина Лазарева ни разу не высказывала такого желания.
Сторона государственного обвинения считает, что основания, предусмотренные статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, отсутствуют. В связи с тем, что решение суда о возвращении уголовного дела прокурору будет незаконным и необоснованным по следующим основаниям. По мнению суда, одним из оснований возвращения уголовного дела прокурору является отсутствие легализации посмертного эпикриза, представленного в ходе предварительного следствия потерпевшей Чабаловым. Данное нарушение устранимо в ходе судебного разбирательства и не является основанием возвращения уголовного дела прокурору. В части доводов суда о наличии противоречий между посмертным эпикризом Тодуа, имеющимся в материалах уголовного дела, по мнению стороны обвинения, имеющиеся противоречия не влияют на квалификацию инкриминируемого по Бессемедовой преступления. Обвинение уверено, что решение вернуть на доработку уголовное дело возникло не просто так. Каждое преступление имеет свой срок давности. У этого 5 лет. Срок, после которого Нателла Паписемедова может быть освобождена от уголовной ответственности. То есть может считаться виновной, но не судимой. Я согласна полностью с обвинением, который сегодня заявила совершенно правильно о квалификации и то, что действительно мы сегодня в ожидании того, что она снова хочет уйти с помощью суда от наказания. Я еще раз повторяю, что это стало модной тенденцией, и сегодня наша судебная власть, которая по таким же методам, то, что сегодня хочет применить суд, то есть якобы процессуальные нарушения, и под этим уводить преступников от наказания. Защитник экс-главврача Инга Габилай уверена, что в деле есть множество ошибок, которые ставят его под сомнение, и оно должно быть прекращено. Сторона защиты не имеет права, в принципе, мы не можем ходатайствовать, заявлять ходатайство, либо сама прокуратура, либо суд может выйти с ходатайством, ставить вопрос на обсуждение возвращения дела прокурора. Более того, данное уголовно-процессуальное законодательство позволяет ставить этот вопрос на любой стадии уголовного судопроизводства. Соответственно, в этой части никакого нарушения уголовного процессуального законодательства нет. Выслушав все доводы обвинения, потерпевший и защиты, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Оно будет оглашено в Сухумском городском суде 19 мая. Нисфа Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Российскую технику планируют поставлять в Абхазию. Как торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов и руководитель представительства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Абхазия Гурам Делба обсудили возможные механизмы содействия поставкам российской техники и оборудования для восстановления и модернизации абхазских предприятий, в том числе с использованием инструментов Российского экспортного центра. Особое внимание было уделено вопросам поддержки проектов российских компаний в энергетическом секторе и в сельском хозяйстве Абхазии. Об этом сообщает информационное агентство «Апснопресс». Первый этап конкурса «Аква» завершен. Эскизы получены. Какие варианты скульптуры «Аква» прислали участники конкурса организаторам, сотовой компании «Амобайл», узнавала Сария Смыр. Вот это тоже, кстати, сегодня недавно была прислана. Да? Так, с самого утра сотрудники сотовой компании «Амобайл» перебирают все эскизы скульптуры «Аква». Первый этап завершен, а это значит, пора выбирать проекты, которые перейдут во второй тур. Кстати, он начнется 18 мая. Авторы конкурса на этот раз решили не идти обычным путем и дали возможность выбрать лучшую скульптуру жителям Абхазии. Тем самым проект стал национальным. Наш проект дал возможность принять участие всем, кто имеет желание видеть новый символ нашей столицы, видеть его таким, как он себе это представляет. Мы сделали все для того, чтобы максимально упростить условия. Это первый проект, в котором общество принимает решения и принимает участие в процессе реализации. 40 работ в течение месяца прислали участники конкурса, среди которых люди творчества и даже школьники. Сами работы выполнены в разных стилях. Есть как написанные от руки, так и выполненные в специальных программах. Организаторы признаются, некоторые скульптуры уже успели стать любимыми. Но самое главное, говорят сотрудники компании «Амобайл», проект будет на абхазском языке. Главным условием нашего конкурса являлось то, что скульптура должна быть на абхазском языке. Среди участников
приславших свои работы есть как школьники, потому что среди работ мы можем видеть работы, отрисованные карандашом, фломастером, а также работы уже профессионалов, архитекторов, дизайнеров. Все эти работы будут выставлены на специально созданный сайт, где каждый из вас сможет принять участие в нашем проекте, проголосовать за ту работу, которая больше всего им понравилась. Во втором туре пользователи интернета смогут проголосовать за понравившуюся им скульптуру. 3 работы, набравшие наибольшее количество голосов, перейдут в следующий этап. Выявление победителя среди финалистов конкурса состоится на заседании комиссии по монументальному искусству при правительстве Абхазии. И уже совсем скоро жители и гости Абхазии смогут увидеть скульптуру Ахва своими глазами. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Абхазские спортсмены приняли участие в первенстве Южного федерального округа по карате. В Сочи прошло первенство Южного федерального округа по карате Кёкусинкай среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие около 260 спортсменов из городов и регионов России, Северного Кавказа и Абхазии. Сборную Абхазии представили воспитанники секции карате Кёкусинкай, Комитета по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и спортсмены из поселка Агудзера. По итогам проведенных боев призовые места завоевали: 2 место Руслан Карапетян и Лера Джалагони из Агудзеры. 3 место Сергей Дочи, Наур Аджинджел и Леон Читанава из Сухума. Тренируют спортсменов Виталий Читанава и Тимур Читанава. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 18-20 тепла.